Ассаляму алейкум, аркадашлар, с вами Тимур, и мы начинаем новую рубрику «Главное слово крымско-татарского языка». И первый претендент на это почетное звание – слово «быр». Как бы тривиально это ни звучало. Это малюсенькое, коротенькое слово из 3 букв, но в зависимости от контекста и конструкции фразы, в которой оно употребляется, имеет просто колоссальное количество значений. Не верите? Смотрите дальше. Итак, первая конструкция. Бір-анде. Мигом. Таксиге отырып, бір-анде барып еттім. Сел в такси и мигом доехал. Бір-талай. Довольно много. Пандемияға бақмадан тойға бір-талай адам келді. Несмотря на пандемию, на свадьбу пришло довольно много людей. Знакомая ситуация, правда? Следующий вариант. Бір-ағыздан. Единогласно. Шукарар бір-ағыздан қабыл етілді. Это решение принято единогласно. Бір-вақыт. О, друзья, это просто чемпионское выражение. Немного меняешь интонацию, и смысл становится совершенно другим. Бір-вақыт. Никогда. То есть ни при каких обстоятельствах, ни в какое время. И второй вариант. Бір-вақыт. Когда-то. Как-то давно. Как-то раз. Мен бір-вақыт ялан айтмайым. Я никогда не обманываю. Наверное, часто такое слышали. А теперь это же выражение с другим смыслом. Хатырлайсың, сен мені бір вақыт алдатқан едің. Помнишь, ты меня как-то раз обманул? Следующая фраза – бір йорық. Нормально. Эй, шлерің насыл? Ого, бір йорық. Вот еще. Бір кереден. То есть сразу или за раз. Мен оны бір кереден севдім. Я ее сразу полюбил. Или такой пример. Ойле ачедым ки, бір кереден 15 тане чеберек ашадым. Был такой голодный, что за раз съел 15 чебуреков. Итак, продолжаем. Бір келмек. Совпадать. Истеклерымыз не ает бір келді. Наши желания наконец-то совпали. Есть и отрицательная форма. Бір келмемек. Не совпадать. Фкірлеріміз бір келмеді. Наши мнения не совпали. Следующая фраза. Бір қалдырмай. Все до единого. Если, например, ребенок разбросал игрушки, можно сказать: ойнаған сон бүтін ойынжақларны бір қалдырмай жиштырмақ керек. После того, как поиграешь, нужно собрать все игрушки до единого. Бір парча. Немного. Если, например, от вас ждут ответа, а вы еще не готовы дать его, можно сказать: маңа бір парча вақыт керек. Мне нужно немного времени. Бір қач кере. Несколько раз. Ezberlemek için bir kaç kere текрарламақ керек. Чтобы выучить, надо несколько раз повторить. Бір түрлі. У этого выражения, в зависимости от контекста, бывают разные значения. Бір түрлі странный. Табиаты бір түрлі. У него странный характер. Еще одно значение. Бір түрлі одинаковый. Шу арабаларның маркасы бір түрлі. Это одинаковая марка машин. Чтобы не путаться, во втором значении можно использовать синоним. Бір чешет. А такое слышали? Бір yolu. Заодно. Евде тамир эткенде, бір yolu екінші қатыны да құрдым. Когда дома ремонт делал, заодно второй этаж построил. Согласитесь, жизненный пример. Бір чырым алмақ. Вздремнуть. Бір чырым алайым дедім, ама телефоном çaldı. Хотел вздремнуть, но зазвонил телефон. Со мной часто так бывает. Бір шей. Ничего. Не oldu? Бір шей. Еще один пример. Бір шейсіз. Ни с того, ни с сего. Но бывает ведь, едешь себе спокойно, а тебя гаишник останавливает. Яваштан кетедім, он меня бір шейсіз тоқтатты. Потихонечку ехал, он меня ни с того, ни с сего остановил. Эббер. Все равно. Эббер. Если вы упрямый человек, то часто слышите такое. Эббер озынчесне япа. Все равно делает по-своему. Эрбер. Каждый. Эрбір адам өз ана тіліні білмек керек. Каждый человек должен знать свой родной язык. Вот такое вот маленькое, но очень значительное слово, друзья. И поверьте, это далеко не все значения, в которых можно употреблять его. А если хотите лучше знать родной язык, смотрите наше видео. Пока-пока.